Добрый день, уважаемые коллеги, участники федерального вебинара. Республика Коми приветствует вас и позвольте Коми Республиканскому институту развития образования представить доклад на тему научно-методическое сопровождение преподавания родных языков в системе образования Республики Коми. Уважаемые коллеги, профессиональное сообщество, нам важно обратить наше внимание, что методологическим нормативно-правовым основанием для реализации всех направлений, связанных с преподаванием родных языков на территории Республики Коми, определяет, конечно, стратегия государственной национальной политики Российской Федерации и региональная программа сохранения и развития государственных языков Республики Коми до 2024 года. Именно в данная программа она направлена на достижение положительного мультипликативного результата в смежных сферах государственного управления, а именно в сфере образования, национальной политики, культуры, средств массовой информации, а также положительного влияния на общественно-политические процессы в Республике Коми. Поэтому констатирую тот факт, что вопросы, связанные с методикой преподавания родных языков, они сегодня находятся в центре внимания профессионального сообщества нашей республики. Реализация этнокультурного образования непосредственно под руководством Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми осуществляется координатором данного направления Коми Республиканским институтом развития образования. Но важно понять, что в республике сформирована базовая научно-организационная платформа, которая определяет совместную коллаборацию Федерального государственного бюджетного учреждения Института языка, литературы и историко-научного центра, включение в данную форму коллаборации Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина, где сегодня готовят по направлению родные языки в рамках двух направлений: филология и образование и педагогические науки, и, конечно, Коми Республиканского института развития образования. Но важно, что данное направление, оно является важным и для общественных объединений. Это и Коми Войтер, и региональное объединение Союз Коми молодежи. Таким образом, мы с вами понимаем, что субъектами информационно-методического сопровождения преподавания родных языков являются, с одной стороны, конечно же, педагогические работники, руководители образовательных организаций нашей республики, управление образования, каждого муниципального образования, а их у нас 20. А с другой стороны, это именно те организации, которые сегодня осуществляют подготовку и сопровождение педагогов и студентов. Поэтому, конечно, мы понимаем, что в нашей республике сформирована модель сопровождения профессионального сообщества нашей республики. Очень важно, что изменения федеральных государственных образовательных стандартов, они сформировали новые информационные методические треки не только для педагогического сообщества, но и для родителей. Сегодня происходит методическое обновление сопровождения предметных областей: родной язык и литературное чтение на родном языке, и родной язык и родная литература, которые сегодня являются обязательными для изучения. И нам очень важно, что на уровне республики выстроена работа по обеспечению индивидуальных потребностей всех наших обучающихся и в контексте вариативной части учебного плана, которая формируется участниками образовательных отношений. Для выбора предлагаются предметы этнокультурной направленности: коми языка государственный, а также краеведение, история Республики Коми, литература Республики Коми. То есть таким образом вопросы преподавания родных языков, они являются сквозными не только в предметах и на вариативной части, но и в контексте вариативной части. Нам очень важно, что педагоги, которые работают в образовательных организациях, они понимают важность именно постоянного обновления своих компетенций в области методики преподавания родных языков и включены в решение важных задач.
Таким образом, принимая во внимание важность решаемых задач по обновлению содержания общего образования за счет определения базового содержания, детализации требований к предметным, метапредметным, личностным результатам обучения, на уровне республики проводится разъяснительная научно-методическая работа, которая сегодня включает в себя несколько приоритетных направлений. Прежде всего, это подготовку электронных форм учебников, методических рекомендаций, разработку электронных ресурсов, с учетом специфики всех основных образовательных программ. Сегодня особое место в нашей деятельности занимает, конечно, дистанционное образование, и мы более подробно остановимся на этом чуть дальше, когда будем говорить о новых формах электронных учебников. Нам очень важно, что на протяжении последних 2 лет в Республике Коми сформированы сетевые сообщества педагогов. Республиканское методическое объединение учителей коми языка и литературы сегодня – это то сообщество, которое сегодня сопровождается нашим институтом, и в то же время именно через данную ассоциацию, данное республиканское объединение формируется именно тот методический план, который позволяет сегодня активно не только обсуждать и принимать участие в обсуждении, но и использовать новые практики методической работы. Нам очень важно, что сегодня в Коми Республиканском институте развития и образования действуют 2 уникальные лаборатории. Это лаборатория национальных проблем дошкольного образования и лаборатория развития этнокультурного образования. Таким образом, мы сейчас более подробно остановимся именно на тех научно-методических продуктах, которые сегодня, благодаря коллективам 2 лабораторий нашего института, созданы и представлены. Итак, уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить, что сегодня в открытом доступе на сайте нашего института, на портале «Открытое образование Республики Коми» сформирован полный реестр учебников, методических рекомендаций, разработок, которые сегодня необходимо применять на уровне общеобразовательных организаций нашей республики. Хочу внимание обратить, что 3 года назад 4 примерные программы по предмету коми-язык были включены в реестр примерных общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации. В 2018 году началась работа, и она завершается по включению примерных программ по коми-литературе в федеральный перечень. Мы сегодня понимаем, что все методические материалы, которые готовят наши педагоги на основе данных программ, они сегодня являются основой для методической платформы всех наших работ. Итак, уважаемые коллеги, нам очень важно, что сегодня вся линейка, которая сейчас представлена на слайде, это учебники, методические пособия. Они сегодня в доступе для каждого педагога нашей республики. Это линейки для начального общего образования, для основного общего образования, а также методические рекомендации. Но важно, что с точки зрения преподавания языков наши коллеги, это авторы учебников, они включают в себя именно те методические подходы, которые сегодня являются современными, связанными именно с обновлением методической системы. Уважаемые коллеги, для нас важнейшим ресурсом является портал «Открытое образование Республики Коми». И очень важно, что на данном портале, начиная с 2018 года, представлены, уважаемые коллеги, 45 методических пособий, ресурсов, методических рекомендаций по вопросам преподавания родного и государственного коми-языка, родной коми-литературы, а также тех предметов, которые включены в вариативную часть. Они тоже сегодня демонстрируются вам на слайде. Нам очень важно, что сегодня существуют различные практики подготовки кадров этнокультурной направленности, и мы, конечно, понимаем, что в системе высшего образования сегодня один из профилей, который реализуется в Сыктывкарском государственном университете, это профиль родной язык и литература, но, к сожалению, маленькое количество контрольных мест для бюджетного приема не позволяет сегодня говорить о системной целенаправленной работе подготовки именно кадров для системы образования. Общее количество сегодня студентов по этому профилю насчитывает от 8 до 10 человек ежегодно. Мы внимание хотим ваше обратить, что, конечно, следующий процесс после того, как
наши выпускники завершают процесс обучения на бакалавриате, это процесс постоянного профессионального развития. И мы сегодня хотим вам представить те новые курсы повышения квалификации, которые в контексте федерального проекта «Кадровое сопровождение педагогов русского родных языков» созданы и реализуются на территории Республики Коми. Вы на слайде видите весь перечень данных программ, они связаны и с аспектами обучения детей родному языку из числа языков народов Российской Федерации. Эта программа разработана для педагогов дошкольного образования. Это повышение квалификации по программе «Государственная политика и методические аспекты в области преподавания родных языков». Это вопрос современной методики и технологий преподавания родных языков, в том числе коми-языка, и современные методы и технологии преподавания коми-языка литературы. Все данные программы, они сегодня имеют статус федеральных программ, они прошли федеральную экспертизу, и вот в этом году мы их предлагаем не только для педагогов Республики Коми, но еще для 8 субъектов Российской Федерации. Поэтому, уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в реализации профессионального развития и приглашаем педагогов записываться на данные курсы повышения квалификации. Также, уважаемые коллеги, ежегодно мы отражаем новые методические инструменты методических рекомендаций, которые разрабатывают наши педагоги. Это и Зоя Васильевна Остапова, это рекомендации, которые направлены на развитие речи в коми-детском саду, это рекомендации, которые сегодня тоже в доступе для наших педагогов, методические аспекты обучения родному коми-языку на уровне начального общего образования и методические аспекты изучения и обучения родному языку на уровне основы общего образования, автор Крабежова Валентина Михайловна. Очень важно, что данные результаты лучших практик методического сопровождения представлены на различных конференциях, всероссийских конференциях и методических семинарах. Поэтому сегодня, уважаемые коллеги, можем говорить, что разработана региональная модель информационно-методического сопровождения педагогов, которая включает в себя форму формального образования, это линейка курса повышения квалификации, а также разработана на основе новых технологий программа переподготовки учителей коми-языка и коми-литературы. Это элементы неформального образования, а именно работы совместно с республиканским методобъединением учителей коми-языка и литературы по разработке новых форм семинаров, в том числе дистанционных семинаров, вебинаров для наших коллег. И мы сейчас демонстрируем для вас, уважаемые коллеги, несколько сайтов, где представлены данные формы. Это раздел на сайте нашего института «Профессиональный видеозал», где представлена линейка семинаров для учителей коми-языка и литературы. На сегодня насчитывает их уже более 15. Мы ежегодно проводим авторские семинары, и коллеги более подробно расскажут именно об таких авторских семинарах, на что они нацелены, какова их была тематика. И, конечно, очень важно, что в рамках неформального образования мы активно сопровождаем лидеров профессионального сообщества через наши конкурсы, хакатоны, которые позволяют нам все обозначенные технологии и инструменты рассматривать именно как профессиональный механизм национальной системы педагогического роста. Итак, уважаемые коллеги, более подробно мы остановимся на республиканских методических объединениях.